Триумф мастеров татарстанской сцены. 6 золотых масок взяли национальные театры республики. Дело о гибели 10-летнего подростка в Новошишминске. Почему родители уверены, что виновные не будут наказаны? И, наконец, наши герои спорта, татарстанцы и их рекорды на играх стран БРИКС. Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. Мою работу увидели, мою работу оценили. И, конечно, нельзя останавливаться, а нужно идти вперед. В искусстве не бывает такого, что ты забрался куда-то, что-то сделал, и ты сидишь там. Золотые маски, долгий путь, золотой век национальных театров Татарстана. Решил пойти добровольцем, потому что, как всегда говорю, кто кроме нас. Если мы их там сегодня не остановим, завтра они придут в наш дом. Именной батальон «Батыр», свой выбор, родину защищать, сделали 100 бойцов. Я один раз попала в ДТП, и теперь больше 100 за городом не езжу. Основная причина – это встречные столкновения, это пренебрежение управления в утомленном состоянии, в алкогольном опьянении. Водители-нарушители или потенциальные убийцы. Как остановить смертельный конвейер на дорогах? Добрый день, дорогие сограждане! На этой неделе у нас был праздник, а вы и не знали. 25 июня – день возрождения нашей государственности. В 1920 году была провозглашена Татарская автономная Советская Социалистическая Республика. Российская империя, которую не без оснований называли тюрьмой народов, рухнула. Реализация ленинской национальной политики дала возможность появиться на свет новым национальным образованием. Предтечей появления республик стала Декларация прав народов России, один из первых документов молодой советской власти. Она была принята Советом народных комиссаров РСФСР 15 ноября 1917 года, через неделю после революции. Напомню вам этот документ. Там было записано: Совет народных комиссаров решил положить в основу своей деятельности по вопросу о национальностях России следующие начала. Первое – равенство и суверенных народов России. Второе – право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. Третье – отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений. Четвертое – свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России. Вытекающие отсюда конкретные декреты будут выработаны немедленно после конструирования комиссии по делам национальностей. Подписали декларацию именем Республики Российский народный комиссар по делам национальностей Иосиф Джугашвили Сталин, председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов Ленин. Так все начиналось с очень смелых, прогрессивных для того времени революционных деклараций с освобождения порабощенных народов. Во что это вылилось потом, другая история. Для меня ясно одно: Татарстан сполна смог воспользоваться правами, данными республикам, и сегодня превратился в передовой, развитый регион, один из локомотивов всей Российской Федерации. И вот вам очередное доказательство. Триумф национальных театров Татарстана – это главное событие для всех нас на этой неделе. Сразу 6 золотых масок самой престижной театральной премии страны у нас. 2 из них у театра имени Галиаскара Камала за один из сложнейших по духу и по философии спектакль «Муть Мухаджиры», режиссер Фарид Бекчентаев. Профессиональное жюри признало постановку лучшим спектаклем. 2-я золотая маска камаловцев за победу в номинации «Лучшая работа художника по костюмам». 3 золотые маски и у театра кукол «Океат» со спектаклем «Авиатор» о любви и грехе с тонкой исповедальной интонацией. Так о кукольном спектакле сказал сам режиссер Ильгиз Зайнеев. Он же стал лучшим режиссером. А Делюсь Кузиахметов за работу в той же постановке получил маску лучшего актера. И 6-ю награду, специальный приз за сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя, получил Корейский театр за спектакль «Приключения Рустема» по повести Аделя Кутуя. Повторюсь,
сразу 6 золотых масок у национальных театров Татарстана. И это не попса. Это очень выстраданные, серьезные работы. Впервые в истории премию, главную награду «Лучший спектакль» получил Национальный театр России. Как сказал Фарид Бекчентаев, 20 лет он шел не к награде, а к материалу. А материал очень непростой. Спектакль вслед за дилогией известного татарского писателя Махмуда Галяу, который был расстрелян в годы сталинских репрессий, повествует о страшном голоде 1887 года в Поволжье, сопровождавшегося голодомором. Вторая часть повествует о времени первой переписи населения Российской империи 1897 года. Тогда целыми деревнями люди эмигрировали в поисках лучшей для себя доли. Причиной массового переселения татар в Турцию стала и жесткая политика императора Александра III по отношению к мусульманам Поволжья и Урала. В период его правления был взят серьезный курс на то, чтобы с помощью миссионеров обратить татар в христианство. Слух о том, что перепись нужна для того, чтобы выявить и крестить всех мусульман, вселял в людей страх. Во многих деревнях Поволжья вспыхнули бунты, восстания. В отказавшиеся участвовать в переписи деревни были направлены жандармы, и жителей сурово наказывали. Камаловскому театру, режиссеру Фариду Бекчентаеву удалось главное – передать нерв и боль этого времени в судьбах татар и всего татарского народа. Согласитесь, для этого нужны и мужество, и любовь к своему народу, и, конечно, большой талант. И я преклоняю голову перед всеми, кто создал этот шедевр. Татьяна Тимошенко встретилась с героями «Золотой маски». Главная театральная премия страны «Золотая маска» впервые в свой юбилейный год выплеснулась на Московский Арбат красочным карнавалом. Принцессы и сказочные существа, великаны, мимы. Да и сам символ фестиваля украшает шапочка Арлекина, главного героя площадного театра. Триумфальное возвращение. В Казани артистами доставлено 6 золотых масок. 2 из них у Татарского академического театра имени Галиаскара Камала. Номинация «Лучший драматический спектакль». Лучшая работа художника по костюмам. Главная идея премии, смысл ее – профессионалы профессионалам. Среди целей не только определение лучших, но выявление тенденций развития театрального искусства. Все, что касается театра, да и не только, наверное, театра, нашей жизни, все, что происходит в обществе, в мире, естественно, оно тоже как-то меняется. Меняются взгляды на то, чем должен заниматься театр, что должен транслировать театр сегодня, вот, какие эстетические посылы на сегодняшний день, этические, в конце концов. Впервые за историю маски главную премию взял, как говорят, национальный материал – спектакль «Муть Мухаджиры». В основе роман-дилогия Махмуда Галяу, история которого сама достойна отдельной постановки. Написанный на татарском языке, он был издан на русском. Авторский вариант оказался изъят и потерян. В 90-е был переведен обратно на родной татарский. Тема исхода – одна из самых основных тем. Ну, несмотря на то, что там, конечно, взят достаточно реальный исторический пласт. Вот, конец XIX века, связанный с переписью, когда Российская империя впервые решила все-таки понять, кто проживает, религиозные верования, это все конфискальные какие-то вещи, выяснить, упорядочить, что, естественно, повлекло за собой очень много драматических ситуаций. Остро встал вопрос, ну, во всяком случае, мы вот так решали для себя, а все-таки где твоя родина? Вот, где твоя родина? И поиск того самого места, где ты будешь счастлив, вот этот вопрос волновал тогда очень многих. До сих пор в Турции сохранились эти деревни переселенцев, утративших родной язык, но наполненные коллективной ностальгией. Понятие счастья, оно такое немножечко... Есть личное счастье, возможно ли счастье для целого народа,
или ячейки, или счастье. Но мне кажется, это такое очень индивидуальное чувство. И очень многие на этом заработали, вот на этом понятии счастья. Очень многие на этом заработали, ну, если уж говорить конкретно, это изготовление паспортов, обещание, что вас там ждут, что там земля обетованная. В общем-то, вот эта тема «земля обетованная» тоже была тема очень для нас важная. Спектакль наполнен метафорами, тонкими жестами, ритмом и музыкой. Действо разворачивается на протяжении почти 4 часов, и каждый раз полный зал. А это уже не только признание, но и единомышление, такое характерное для Камаловского театра уже не только с профессионалами, но и со своими зрителями. Какая из этих 3 масок ваша? Конечно, они все одинаковые, но я знаю, что вот эта маска моя. Мою работу увидели, мою работу оценили. И, конечно, нельзя останавливаться, а нужно идти вперед. То, что маску получил, да, хорошо, спасибо. Оценили мой труд, который уже длился 22 года, я работаю в театре кукол. Действо на кончиках пальцев. Актеры, кукловоды их постоянно тренируют. Быть за ширмой в тени и стать лучшим актером. Это заблуждение, что руки, да, руки. Нет, душа. Душа. Мы все-таки вкладываем в куклу душу. Потому что мы работаем же не только с куклами. Мы же оживляем любой предмет. Есть такие спектакли, даже если взять «Адамнар», там у нас кость, ложка. Кость – это собака, ложка – это, да, человеческие руки. Но мы же их оживляем. «Золотая маска» за роль Иннокентия Платова в спектакле кукольного театра «Экият» – результат тоже большого театрального эксперимента и технологий, выверенных по секундам. Кукла главного героя изо льда, замороженная и выточена перед каждым выходом к концу спектакля, должна растаять. Взаимодействовать с партнером, с текстом и с куклой, с ледяной, которая весит 4 килограмма, 2,5 часа – это тяжело. Поведение куклы зависит от дыхания зрителей. Роман современника Евгения Водолазкина не давал покоя режиссеру 6 лет. Ильгиз Зайнеев хотел его ставить на сцене драмы, а уже потом в театре кукол. Это основная вот тема нашего спектакля – исповедь. Когда я узнал, что исповедь – это обязательная часть причастия, я был удивлен. Я думал, что это как-то факультативом. Если ты хочешь там успокоить свою душу, ты идешь со священником, разговариваешь. А когда я узнал, что это обязательно, все поменялось. И для меня этот роман стал понятен. И я понимаю, вот просто даже себе признаться в своих грехах, насколько тяжело, а рассказать это кому-то еще, это, мне кажется, это такая большая работа души, ума. Лучший актер, лучший режиссер, лучший спектакль. 3 номинации, 3 золотые маски. Спектакль «Авиатор» – это категория 12+. Поиск форм и тем постановок для взрослого зрителя, еще несколько лет назад казавшихся экспериментальной экзотикой, стал для кукольного театра уже отдельным направлением, что для Зайнеева, режиссера драматического, работавшего и в театре Камала, и над постановкой опер, кажется само собой разумеющимся. И от масштабов сцены результат кажется независимым. Все меня поздравляют, говорят, что молодец. Ну, то есть, получается, я же год назад был молодец, а сейчас я уже живу сегодняшним. То есть, сегодня я такой же молодец или нет. То есть, в искусстве не бывает такого, что ты забрался куда-то, что-то сделал, и ты сидишь там. Это каждый раз новое, каждый раз ты ничего не умеешь. Каждый раз ты начинаешь с нуля. То есть, я даже не знаю, соответствую я тому Ильгизу, который был год назад, и смогу я еще раз такой спектакль сделать, ну, то есть на этом уровне. По крайней мере, мы это стараемся делать. Соответствие себе, соответствие времени и чуть вперед. Намного в другом измерении, ведь хороший театр дает возможность перенестись не только в машине времени, но и скинуть маски суеты и жизненных ролей.
Главная театральная премия страны «Золотая маска» в 6 номинациях – это и признание, что театральное искусство в республике идет по восходящей линии. Строительство и ремонт зданий, театральные фестивали и национальная премия «Тантана». И в этой вечной драматургии, где кульминация сезона уже произошла, нам, зрителям, остается ждать следующего акта, уже нового сезона, с новыми спектаклями и уже полюбившимися постановками. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, 7 дней. От наших театральных героев перейдем к чемпионам спорта. Россия, Беларусь, Китай, Узбекистан, Бразилия. Пятерка лидеров по итогам игр в стран БРИКС. В итоговом списке 82 страны-участницы, из которых 43 команды уехали совсем без медалей. Состязания по 27 видам спорта прошли в столице Татарстана на 17 спортивных объектах. У России в общем зачете 509 медалей, 101 бронзовая, 142 серебряных и 266 золотых. В копилке представителей Татарстана в сборной России 38 золотых медалей. Наших спортсменов, наших героев, среди которых есть и олимпийские чемпионы, поздравил на этой неделе Рустам Минниханов. Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот. Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет. Это первые слова спортивного марша из фильма «Вратарь» 1936 года, исполнением которого встречали татарстанских спортсменов в Казанском Кремле. Они тоже на переднем крае, даже если спорт вне политики. Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. Музыканты тоже часть большой команды, создают настроение, напоминают о самом ярком моменте соревнований – награждении победителей под гимн России. Он и здесь прозвучит. Несмотря на сложившуюся геополитическую обстановку в мире, вы продолжаете упорно тренироваться. На играх стран БРИКС вы продемонстрировали высокое спортивное мастерство, целеустремленность, ну и, конечно, неизгибаемую веру в победу. 38 медалей высшего достоинства и внесли весомый вклад в общую копилку сборной. Это тот особый случай, когда на официальный прием в Кремль можно прийти в спортивном костюме. Более 30 спортсменов и их тренеров получили награды от Рустама Минниханова, представители 12 видов спорта. В эти 12 дней соревнований и погода пыталась помешать. Теннисный турнир прерывали и переносили с улиц в помещение, но это не помешало 20-летнему Илье Симакину стать чемпионом. Были возражения по поводу победителя в борьбе крэш, но судьи тоже были непреклонны. Челлендж не удовлетворен. Ислам Фаляхов! Борьба крэш вообще особая гордость этих игр для татарстанцев. Она вышла на международный уровень. В этом случае мы показывали масштабность, массовость нашего спорта, и национальной борьбы, и борьбы на поясах. А так, крэш – это наш образ жизни, и в Татарстане по-другому и не должно быть. Эти соревнования показали, что в Татарстане хорошая школа борьбы в целом. Это будущая чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр. Наше достояние нашей республики. Мастер спорта по борьбе, многократный чемпион Татарстана и России Экзам Губайдуллин гордится своими воспитанницами. Конечно, наша голубая мечта и у девчат, и у меня – это завоевать олимпийские медали. Я думаю, когда мы к этому когда-нибудь придем. Самое главное сегодня упорно тренироваться. Каждый раз как первый раз. Хотя я уже до этого здесь была, меня здесь тоже награждали, но все равно уже эмоции по-другому сейчас даже ощущаются. Каждый раз новые. Международная вот эта арена, которой нам тоже всем не хватает.
И это был высочайший уровень, наверное. И нельзя сказать, что это как Олимпийские игры, но наподобие было. И вообще, если будет каждый год такие игры будут проходить, это будет вообще супер. Ирина Валерьевна. И в спорте, как у военных, тоже есть своя стратегия, своя спортивная тайна. Удачно действует здесь, плюс 2 балла, удается атака. С детства идет у меня коронка, получается. Я всех на этом ловлю и туше кладу. У меня все схватки заканчиваются на туше. Если даже я проигрываю с большим счетом, на последних секундах все равно могу... Не раскрывайте ее коронку. Чтобы ее никто не слышал. Да, раскрывать, конечно, стоило, но это уже все про это знают. Олимпийская медаль – уже свершившийся факт для фехтовальщицы Марты Мартьяновой. Постпандемийную Олимпиаду 2020 года без зрителей на трибунах команда российских фехтовальщиц взяла золото. Подтверждение высокого уровня и игры БРИКС в Казани. Это отдельно какой-то восторг, что наконец-то можно послушать гимн своей родной страны. Это тоже приятное ощущение, когда ты можешь спеть и без всякой там... Ну, мы на Олимпиаде под Чайковского стояли. Это уже немного другое ощущение. А тут ты встаешь, горд за свою страну, поешь. Только все лучшие мысли и очень большие эмоции от таких проведений игр. Прям восхищен, что такое удалось провести прямо именно у нас в Казани. Победы нет, не первая, но такая большая первая, международная. Непередаваемые прям эмоции. Когда я там гимн играл, и здесь гимн играл. Действующие олимпийские чемпионы и те, для которых вершина еще впереди, их тренеры и руководители федераций, которые тоже отдали молодые годы спорту, все это одно целое. Мы просто огромная дружная команда, несмотря на то, что все другие страны вроде бы игнорируют, где-то что-то как-то где-то не получается, но благодаря нашей республике, благодаря нашему руководству, благодаря президенту Российской Федерации мы достигли таких результатов. Большое, огромное вам спасибо. Отдельных наград, конечно, достойны и волонтеры, и те, кто организовывал эти игры, и те, кто их обслуживал. Спортсмены умеют не только завоевывать медали, но вручать их тоже. Вместе с гимном России услышать и гимн родной республики. Это тоже особый случай для спортсменов международных соревнований в Татарстане. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключенков. 7 дней. Когда летом 2022 года формировались первые добровольческие батальоны Татарстана Олга и Тимер для отправки в зону специальной военной операции, на фронт уходили убежденные люди. Многие тогда говорили нам, что идут не за длинным рулем, а во имя спасения братского украинского народа на защиту Родины. В большинстве своем это были взрослые семейные мужчины, у которых были дети. Многие из них имели хорошую работу, а кто-то серьезно занимался бизнесом. Деньги для них были не главные. И сегодня наши татарстанские мужчины, которые не привыкли прятаться за чужие спины, поняв всю серьезность ситуации, записываются добровольцами в зону СВО. О героях в нашем следующем репортаже. Помимо наших двух героических батальонов добровольцев Тимер и Алга, в августе прошлого года на фронт ушли еще 3 именных батальона, состоящие из наших татарстанских контрактников. Стрелки, танкисты и артиллеристы образовали боевой полк, который сегодня теснит ВСУ на одном из ответственных участков фронта. Нам удалось весной пообщаться с нашими героями. У каждого бойца были свои мысли относительно своего пребывания здесь, где опасно и страшно. Например, командир взвода «Умка» стремился сюда с начала специальной военной операции. Близкие не отпускали. Но в том году он не выдержал, не поменял своего решения даже после ранения. Прилетела, скажем так, кассета, осколками зацепила руки. Нормально. Не ложился, ничего. Я говорю, я ложиться не буду, госпитализироваться. Мне это не надо. Я говорю, я с ребятами до последнего. Командир танка «Чебан» последовал за отцом, который ушел годом ранее в зону СВО. Дед тоже служил, тоже командир танка, так же, как и я. Служил он в Таджикистане, в советской армии. Обратная ситуация в семье оператора противотанкового отделения с позывным «Джаз». Старший сын заканчивает военное училище, туда же собирается поступать младший. Возрастной Джаз пошел по стопам своих сыновей. Надо победить, чтобы
Ну, это все-таки, я считаю, в первую очередь, это война против сатанизма. Не остановили в том году увещевания родителей и штурмовика группы батальона, стремящегося вперед с позывным «Галстук». Имея хорошую работу, потому что крутой электрик, он, тем не менее, ушел на фронт, потому что было стыдно отсиживаться в тылу. «Кто, если не мы?» — сказал он. «Кто будет охранять наш дом, нашу страну?» В данный момент штурмуем, берем блиндажи, 8 боевых выходов. Тут пока все хорошо. Железные парни из железного батальона 2 года назад руководствовались одной мыслью – не допустить врага на территорию своего дома. Постоянно вот это по новостям показывали, то, что дети страдают, там, то, что жители страдают, тем более жители Донбасса нам доверились, как бы, остались на нашей стороне, и как бы хотелось помочь им. Первый раз приходил по контракту. Во второй в рамках мобилизации пришел опять же добровольно на фронт командир гаубичной артиллерийской батареи с позывным «Вагран». Я видел, что такое и как это было. Я понимаю то, что сейчас помощь каждого человека, мужчины, здесь требуется. Вот. И от помощи каждого бойца, вновь прибывшего даже, мы приближаем победу над фашизмом. И сегодня формирующееся новое боевое татарстанское подразделение под названием «Батыр» уходит пока для обучения первые 100 человек. Наши парни уходят на фронт, дабы быть сопричастными великой истории новой России. России с новыми старыми землями, 30 лет находящимися под сапогом Запада, с новыми идеями, с новыми планами. Решил пойти добровольцем, потому что, как всегда говорю, кто кроме нас. То есть пока есть мы такие добровольцы, будет все хорошо, спокойно в стране. Если мы их там сегодня не остановим, завтра они придут в наш дом. И это однозначно. Они не остановятся, это по-любому. Поэтому, наверное, пора людям все-таки проснуться уже и понять, что война-то она на пороге. Наша республика, как флагман, находящийся всегда на передовой реализации всех государственных проектов, и здесь не отстает от заданной себе же высокой планки. Сегодня добровольцы могут не переживать за мотивирующую финансовую составляющую своих желаний защищать Родину. 195 тысяч от Министерства обороны за подписание контракта, 505 тысяч выплачивает ДСАФ от правительства республики и 200 тысяч выплачивает от мэрии города. Татарстан в плане мотивации героев своих ценит достойно. 900 тысяч рублей единовременной выплаты, льготы для всей семьи военнослужащего, возможность получить гражданство по упрощенной схеме для граждан других стран. А, например, наши соседние регионы Ульяновск, Удмуртия, Оренбург, помимо положенных министерских выплат, готовы выделить от 50 до 105 тысяч рублей. Более или менее достойные выплаты единовременно добровольцам готовы осуществить в Башкирии, это 600 тысяч рублей, и в Самарской области 800. Столица, Москва, в плане единовременных выплат сэкономила, ограничившись федеральными единоразовыми выплатами 195 тысяч рублей. Но готова выплачивать ежемесячно по 50 тысяч рублей к ежемесячным федеральным выплатам из своего бюджета. Плюс определенную сумму должна выплачивать организация, в которой до подписания контракта работал доброволец. Судя по буклетам, ежемесячное жалование должно достигнуть до 400 тысяч рублей. Московская область, как ни странно, недалеко ушла от регионов. 200 тысяч рублей губернаторские выплаты, 605 тысяч из специального фонда Московской области и федеральные 195 тысяч рублей, что в сумме составляет 1 миллион. Северная столица Санкт-Петербург готова при подписании контракта к федеральной выплате из своего регионального бюджета добавить до 950 тысяч рублей. В Ленинградской области обещают чуть меньше – 1 100 000 000. Причем 300 из них можно заменить земельным сертификатом на эту сумму. Относительными лидерами же в России являются Ростовская область и Краснодарский край с региональной единовременной выплатой в 1 миллион рублей, что в сумме с федеральными единоразовыми выплатами составит чуть менее 1 200 000 рублей. Сегодня машина пропаганды Запада нас сравнивает с террористами, напавшими на мирное государство с маленьким безобидным населением. Но не забывайте, пожалуйста, как это все начиналось в 2014 году. Переворот на кровавом Майдане с убийством мирных жителей. В
8 лет бомбежки Донбасса, накачивание оружием и обучение сил ВСУ, совместное учение войск НАТО и Украины с отрабатыванием имитации пуска крылатых ракет по территории нашей страны, активизация в несколько сотен раз работы артиллерии в последнюю неделю февраля 2022 года по территории Луганской и Донецкой народных республик, угроза создания ядерного оружия. Не мы это начинали, но мы вынуждены это закончить. Во благо нашей государственности, во благо нашего будущего, во благо наших детей. Ленар Валиулов, Роман Безменов, Андрей Ключников. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. Я один раз попала в ДТП, и теперь больше 100 за городом не езжу. Основная причина – это встречные столкновения, это пренебрежение управления в утомленном состоянии, в алкогольном опьянении. Водители-нарушители или потенциальные убийцы. Как остановить смертельный конвейер на дорогах? С новым составом кадрового резерва Раис Татарстана встретился Рустам Минниханов. В этом году подано наибольшее количество заявок – почти 400. В кадровый резерв пошли более 20 управленцев. О безопасности говорили на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию. В 11-м Казанском лицее прошло совещание с участием Рустама Минниханова. На помощь приходят инновационные проекты, такие как «Безопасная школа». Искусственный интеллект и система видеоаналитики будет держать под контролем учебные заведения. Единороссы Татарстана на своей конференции утвердили состав кандидатов на выборы в Госсовет и приняли предвыборную программу. Заседание провел лидер татарстанских единороссов Фарид Мухамедшин. Во встрече принял участие руководитель администрации Раиса Республики Азгат Сафаров. Рустам Минниханов с рабочим визитом побывал в Поднебесной для участия в международной выставке «Экспо Китай-Евразия». Здесь представили и стенд Татарстана с презентацией экономического и промышленного потенциала. После Китая Рустам Минниханов отправился в Узбекистан, город Наваи. В деловой программе посещение ряда компаний, встречи с руководством области по обсуждению совместных проектов. Раису республики показали предприятия по производству оборудования для горных работ и нефтегазовой отрасли. Фарид Мухамедшин побывал в Беларуси с двухдневным рабочим визитом. Спикер Госсовета принял участие в форуме регионов России и Беларуси. Проходит он одновременно в 3 городах – Витебске, Полоцке и Новополоцке. В Набережных Челнах состоялось заседание Совета директоров КАМАЗа с участием Раиса Республики Рустама Минниханова и главы Ростеха Сергея Чемезова. Перед началом гости посетили научно-технический центр «Автогиганта». На заседании участники рассмотрели ряд финансовых вопросов. Новые инновационные проекты представили в Доме правительства республики. Здесь состоялось очередное заседание Совета директоров Татнефтехим Инвест Холдинга. После годового собрания избрали руководство. Рустам Минниханов вновь стал председателем Совета директоров, Рафинат Ярулин – генеральным директором. Татарстан – лидер по эффективности и реализации молодежной политики в стране. Об этом заявил Раис Татарстана на республиканском совещании в Доме правительства. В субботу по всей стране прошли праздничные мероприятия, посвященные Всероссийскому дню молодежи. За молодыми людьми будущее нашего общества, нашей страны. Воспитание подрастающего поколения, создание широких возможностей для самореализации молодежи – наша важнейшая задача, сказал Раис республики. Он отметил, что Татарстан поддерживает все молодежные проекты. Мы продолжаем программу «7 дней». Страшная трагедия произошла в татарстанском селе Новошишминск. 10-летний школьник Дима Матаков утонул в городском бассейне «Жемчужина». Это случилось в конце мая этого года. Месяц мать погибшего обивает пороги инстанций, требуя наказать виновных. Сам Дима был из многодетной семьи, которая считает, что его можно было бы спасти, если бы в бассейне за детьми наблюдали хотя бы несколько сотрудников. Но там никого не было. Ребенок захлебнулся и утонул. Пока администратор делала маникюр, а медсестра была на обеде. Более того, пропуск детей во взрослый бассейн – вопиющее нарушение. Но мальчики прошли беспрепятственно. Несмотря на то, что Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура потребовала устранить нарушение, семья погибшего не верит, что дело будет доведено до конца. Сам бассейн на балансе исполкома района. Директор учреждения занимает свой пост всего несколько месяцев. По словам пострадавших, спасателей там не было никогда. Они попросту не были предусмотрены.
Однако, почему детей пустили во взрослый бассейн без взрослых? Почему рядом не оказалось наблюдающих? И кто теперь будет отвечать за детскую смерть? Диляра Юсупова побывала на месте трагедии и попыталась разобраться в деталях. Это вот его ленточка на выпускной. Это вот его обувь, когда он маленький был. Вот этим он был. В тот день укрытый. Первые шаги и последнее одеяло мама Димы хранит его вещи, чтобы пересматривать. Будто еще он живой, будто и не было ничего. Но роковой день был. В конце мая ее сын Дима и два его друга пришли в местный сельский бассейн. Решение было спонтанным. С собой ничего, кроме денег на посещение. Ни шапочки, ни тапочек, ни взрослых рядом. По пути их никто не остановил, и они решили пройти во взрослый глубокий бассейн, что запрещено правилами. Детская беспечность и взрослое безразличие обернулись трагедией. Обратно он уже не вышел. Я когда подошла, открыла лицо, он весь был синий, у него пена шла с носу. Я вытирала, они мне говорят, нельзя, они меня оттаскивали, я рвалась к нему. Там медсестра подошла, она мне что-то говорила, как будто это его... Она 3 раза ныряла, не могла вытащить, крючком пробовали, говорит, его это вытаскивать, не могли вытащить. Я его голову всю это смотрела, у него не было ни одной царапины, ни ушиба, у него вообще ничего не было. Я вот до сих пор не могу прийти в себя, не понимаю, вот как так это можно было случиться, столько народу. Они пришли еще без тапочек, без там шампуня, без надлежащих принадлежностей, без справки о состоянии здоровья, без взрослых. Их 3 10-летних детей с легкостью пропустили в бассейн. То есть там покупаешь билет, проходишь, и там уже никого нету. Делаешь, что хочешь, идешь куда хочешь, там вообще никого из сотрудников нету. Как так получилось, что рядом не оказалось никого из взрослых? Почему в бассейне нет спасателей, кто следит за посетителями, и как 10-летним детям удалось проникнуть не только без положенных по регламенту вещей, но и без сопровождения взрослых? Ответы на эти вопросы внятно родственникам никто не дал. Через несколько дней они сами пришли в бассейн, но ситуация не изменилась. Как было все до этого, и сейчас опять так же. У них нету опять ни спасателя здесь. Вообще у них никого нету. Они опять открыли бассейн. Никто из сотрудников бассейна не связывался. Также извинения не были вообще никем не принесены. И на похоронах я тоже никого из сотрудников бассейна не видела. Мы решили сами съездить в учреждение, поговорить с администрацией. Здание довольно внушительное и выглядит респектабельно для поселка. Внутри охрана, тут же касса. Кассир отвечает, что она же является администратором. Пропускает нас на территорию и тут же исчезает от камер. Но сегодня тут действительно 2 инструкторов. Правда, в разговоре выясняется, что они никакие не спасатели, а просто наблюдающие. Ну вот ты же инструктор, вы, наверное, отвечаете за это. Я наблюдатель. Просто наблюдатель, слежу за порядком просто все. Но если дети, если кто-то тут будет тонуть, что, вы должны что-то сделать или нет? Я помогу. Идут дети во взрослый бассейн. Может их кто-то остановить вообще? Ну, теоретически, может быть, да. Может быть, да. А практически останавливают? Ну, да, конечно. Если ребенок, получается, без взрослого идет во взрослый бассейн, то, ну, это как бы нельзя так. Понятно, что нельзя. На практике как это происходит? Они берут и сами заходят. Да, да. Так и происходит, да? Конечно. Вероятно, дети во взрослом бассейне – дело довольно обычное и привычное. Оба так называемых инструктора работают 2-ю неделю. До этого функцию смотрителя выполняла, удивительно, медсестра. Но после ЧП она сразу ушла в отпуск. Я вообще с соседнего здания, со спортзала. Просто вот на время отпуска перевели меня с 1 июня. Он 2 недели работает, девочка там тоже 2 недели работает. Они новых людей наняли? Ну, наверное, так получается. У меня, в принципе, вот у нас тренер по плаванию, так то по совместительству. А, по совместительству. Ну, тут несколько должностей сразу люди занимают. Нет, как? Ну как вот? Выполняют функции и разные. Один человек, нет? Не знаю даже, как вам сказать. Вот она, та самая роковая 3-я дорожка, на которой и произошла трагедия. Вы видите, что здесь довольно приличная глубина даже для взрослого человека, 2,5 метра. В бассейн нас спустили, однако администрация на связь так и не вышла. Директор бассейна не приехала на собственное место работы и отказалась от комментариев по совету своего адвоката.
Спускаемся обратно. Кассира на месте уже нет, но есть обязательные правила посещения. Вряд ли их кто-то здесь выполняет, и вряд ли кто-то следит за их выполнением. Вот обратите внимание, правила внутреннего распорядка плавательного бассейна. Без вот этих вот пунктов вас не должны допускать до бассейна. И есть такая поправка: в случае отсутствия шапочки, к примеру, вы можете взять ее на прокат в гардеробе. Гардероб чуть дальше, и мы видим, что здесь никого нет. Где взять на прокат, куда, что, зачем, остается тайной. Вот один из негативных отзывов в книге жалоб. В бассейне не было ни одного сотрудника, отвечающего за безопасность, который мог бы предотвратить эту ситуацию. Какая-то ситуация с ребенком произошла. Это вот от 2021 года, 30 июля. Чистопольский следственный комитет дело-то возбудил в отношении кого, пока выясняется, то ли сотрудника, который не оказался на месте, то ли администрации бассейна. Ведь, как известно, рыба гниет с головы. Я уверена, там числятся и спасатели, и инструктор, там они все числятся. Кто-то зарплату получает, кто эту зарплату получает, по-любому, их не родственники кто-то. Отметим, что администрация района в дело включилась, оплатила похороны, помогает семье с ремонтом дома. Говорят, ответственности с себя не снимаем, увиливать не собираемся. То, что спасателей не было, в обязанность сестры, медсестры и администратора, значит, да, там это входило. Не только смотреть там медицинский входной, значит, но и за порядком в бассейне. Сыграл человеческий фактор. Медсестра, которая там есть, вовремя не пришла на работу, и все случилось. После того случая, конечно же, вот то, что не только медсестра, а уже и чисто, значит, спасатель. Это не спасатели, а люди, которые отвечают вот, значит, также за этот бассейн. Может, это наше упущение было, то, что изначально не сделали, то, что случилось. Это для меня это крайне неприятно. Я хочу справедливости. Конечно, мне сына не вернут, но и у их деньги, у их власть, они адвокатов могут нанять. Я хочу, чтобы их всех посадили, хотя бы самых, начинать с верхушки, а потом и этих, хотя бы какой-то срок, чтобы они сидели, чтобы они знали. Район небольшой, безусловно, значит, там и, значит, родственники работают где-то, да, и так далее, и так далее. Но это не думаю, что помешает делу. Я вот глубиной души возмущен этим фактом. Никакими словами сегодня нельзя выразить соболезнования, боль, сострадания к матери, значит, да. В случае то, что произошел. Идут, значит, следственные действия. Я думаю, следствие разберется, да, и виновные, безусловно, должны и будут наказаны. Прокуратура тоже проводит проверку. Кто виноват, конечно, разберется следствие. Рядовой сотрудник, который оказался безответственным, администрация, которая закрывала глаза на безответственность, или сама система сельского дефицита кадров и бюджета на эти кадры. Может, стоит начать не столько сверху, сколько снизу, с фундамента и гнилых корней. Только 6 девочек все еще ждут своего единственного мальчика, который уже никогда не вернется. Я каждый раз просыпаюсь и хожу. Его ищу, а его нету. Потом только понимаю, что его нету. Диляра Исупова, Булат Абдульманов, 7 дней. И еще о проблемах. Вы знаете, у нас на дорогах появился новый тип водителей. Это такие, знаете ли, дорожные отрицалово. Они принципиально не соблюдают правила дорожного движения, ведут себя грубо и нагло, собирают огромные штрафы. Что в результате? Реально страшная обстановка на дорогах. По состоянию на 28 июня в ДТП погиб 141 человек, из которых 5 детей. 1599 получили ранения. Вдумайтесь в эти цифры. Почти 2000 пострадавших за полгода. Смерть, подорванное здоровье, инвалидность. Любой из нас в зоне риска. Сегодня бегаешь живой, здоровый, завтра, не дай бог, прикован к постели. Аллах сакласын үзебезне, якыннарыбызны. ГИБДД определенно говорит, причина резкого ухудшения ситуации на дорогах – понижение культуры поведения водителей. В инспекции даже составили свой антирейтинг злостных нарушителей, где на первом месте находится житель Лаишевского района с суммой штрафов, вы не поверите, 222 тысячи рублей.
Такое ощущение, что этот нерадивый водитель на дорогу выезжает как на рыбалку. Но только не рыбу ловить, а нарушать требования безопасности перед камерами. И список таких хулиганов на дорогах, увы, только растет. Была бы моя воля, я бы всех таких злостных нарушителей привлекал к чувствительной административной ответственности с существенным повышением штрафов. А рецидивистов, вообще отрицающих правила дорожного движения, лишал бы прав вождения в срок до года автоматически, как потенциальных убийц. Но согласитесь, эмоции – плохой советчик. Но что же делать с дураками на дорогах? О наболевшем в нашем следующем сюжете. Очередной рейд сотрудников ГИБДД по злостным нарушителям правил дорожного движения. С некоторых пор сотрудники начали применять тактику личных бесед, выездов по месту прописки. Виновнику культурно и вежливо описывают все возможные последствия несоблюдения правил, доносят информацию о пользе своевременного погашения долга по штрафу, если водитель злостный неплательщик, и снова просят не нарушать. Называется эта гуманная процедура профилактической работой. А говорят, что наши стражи правопорядка жестокие. Конкретно по этому адресу прописан гражданин, который неправомерно накатал по дорогам аж на сумму более 150 тысяч рублей. Да, они оплачены. Но нарушать гражданин продолжает. Дома его не оказалось. Соседи подсказали номер телефона. Созвонились. Заинтересованные лица договорились встретиться в отделе, дабы обсудить поведение нарушителя. Ну все, давайте, хорошо. В 16:00 примерно, да, подъедете? Точно. Я приеду в течение 2 часов. Тех злостных неплательщиков, до кого не дозвонились, не достучались, у кого за душой нет того, на что можно было бы наложить арест дистанционно, а также полностью отсутствует совесть, чтобы до нее хотя бы докричаться, сотрудники дорожно-патрульной службы, как бы это ни звучало грубо, вылавливают прямо на дороге. Помогает им при этом последняя инстанция наказания – служба судебных приставов. В этой службе о гуманности не знают. При наличии штрафа у водителя остановленного автомобиля приставы этот автомобиль могут и арестовать на месте. Достаточно суммы неоплаченного штрафа в 3000 рублей. Все по букве закона. По нарушению правил дорожного движения должников очень большое количество, как физических, так и юридических лиц. То есть и суммы очень большие. В среднем у нас мы останавливаем в день около, наверное, 30-40 транспортных средств. Да, и производится примерно оплата в среднем, наверное, 1500. А вообще в вопросе безопасности дорожного движения в управлении ГИБДД Республики тревогу бьют с начала года. При общем снижении количества ДТП на дорогах нашего региона, количество погибших и пострадавших, тем не менее, увеличилось по сравнению с прошлым годом в разы. По злой иронии дорожного движения не количеством, так качеством. Если в начале года трагедии на дорогах можно было бы списать на снежную зиму, как вы помните, то сейчас на качество дорог фактор погоды вроде не влияет. Но цифра растет. 141 человек, из них 5 детей, погибли на дорогах республики. Около 1600 человек получили травмы. Прошлая неделя вообще стала рекордной. В 9 ДТП погибло 16 человек. Основная причина – это встречные столкновения, это пренебрежение управления транспортным средством в утомленном состоянии, в алкогольном опьянении, неприменение ремней безопасности. В Аксубаевском районе по вине нетрезвого водителя в ДТП погибли 5 человек. Столкновение произошло на встречной полосе. В Казани легковушка на скорости в 129 км в час буквально впечаталась в опору моста. Плачевный итог: 5 пострадавших, 1 погибший. Эту статистику можно продолжать бесконечно. Поэтому в управлении госавтоинспекции республики решили работать на упреждение с теми, кто накатал на дорогах на очень большие штрафы, у кого нарушений в копилке больше сотни. Отсюда выезды к проблемным нарушителям, как мы показали в начале сюжета. Приглашение их на беседы в районные отделы ГИБДД, ну и другие формы работы. Хотя, согласитесь, это довольно мягкая мера, когда речь идет о жизни людей. На сегодняшний день мы для себя определили 65 граждан республики, которые имеют на сегодняшний день 150 и выше штрафов. В рамках государственных услуг Республики Татарстан, которые на сегодняшний день охватывают более 70% населения республики,
мы будем отправлять подобным злостным нарушителям, которые входят в наш антирейтинг, информационные письма, что в рамках которого, в содержании которых будет предупреждение о том, что если подобное поведение на дорогах будет продолжаться, то они будут являться потенциальными участниками учетных дорожно-транспортных происшествий. Почему эта проблема никак не может решиться при всем серьезном отношении к этому и руководства, и ГИБДД республики? В поисках причин бескультурного поведения водителей на дороге мы обратились в автошколы. Ведь здесь человек получает профильные для водителя компетенции. Но только программа обучения тут подразумевает получение знаний правил дорожного движения и навыка управления автомобилем. Воспитание в человеке естественного чувства самосохранения путем лекционных и практических занятий достигнуть невозможно. В каждом человеке это чувство заложено на инстинктивном уровне с рождения. Это довольно странно всех собак спускать на автошколу, на самом деле. Конечно, от них довольно многое зависит, то есть поведение водителя на дороге зависит от его подготовки. Но если мы говорим, например, про ДТП, то ни в одной автошколе не учат людей садиться пьяными за руль, разговаривать по телефону и нарушать там какие-то правила, да, на что-то отвлекаться. Можно тогда еще глубже копнуть, там, не знаю, детский садик какой-нибудь виноват, там, школа средняя или что-нибудь такое. Поэтому только школа в этом не может быть виновата. В апреле этого года произошло резонансное ДТП на трассе Зеленодольск-Йошкар-Ола, где водитель дорогого иностранного элитного автомобиля въехал в отечественную Ниву, в которой погибло 2 человека. Зимой опять же водитель очень дорогой иномарки насмерть сбил на пешеходном переходе мужчину. Это я к чему? А к тому, что мы, как правило, все свое внимание привлекаем к этим, с точки зрения статистики, страшным, но рядовым дорожно-транспортным происшествиям, потому что эти мажоры якобы вытворяют, что хотят. Но на самом-то деле дорога равняет всех, и в этой статистике одинаково нарушают все. Поэтому неправильно считать, что чаще виноваты только люди, имеющие финансовое благополучие, дающее им право на вседозволенность. А сотрудники на мобильных постах дорожно-патрульной службы одинаково строги ко всем водителям. У наших ДПСников очень тяжелая работа. Они и в дождь, и в снег стоят. Им терпение, здоровье. Я их очень уважаю. Я один раз попала в ДТП, и теперь больше 100 за городом не езжу. Больше 70 по городу. Очень хорошо, что в машине стоит круиз-контроль, можно всегда поставить и ездить, поэтому... Имеем ли мы право брать на себя ответственность за чужие жизни, нарушая правила скоростного режима или управляя автомобилем в нетрезвом состоянии? Да и статистика ДТП – это не историческая книга, куда хотелось бы попасть на века, чтобы потомки гордились. Задайте себе эти вопросы. Ленар Валиулов, Роман Безменов. 7 дней. Поэт, композитор, исполнитель. Видео с его песнями на известном видеохостинге набирает по 1,5 миллиона просмотров. Гитара, барабаны, саксофон, пианино. Этими инструментами наш следующий герой овладел, как он говорит, еще в детстве, начиная заниматься вокалом. Пел песни других авторов и однажды решил, что пора переходить к исполнению своих. Речь идет о юном казанском музыканте Ранеле Сафине. Ему 13 лет. Его уже знают в музыкальных кругах. Он победитель фестиваля «Созвездие», «Йолдозлог» и множество других конкурсов. Несмотря на свой юный возраст, он по-взрослому рассуждает о патриотизме, и его новые песни именно об этом. Специальная военная операция – новая вершина в его творчестве. Шагает строй, победный марш, бессмертный с нами полк. Еще никто и никогда нас победить не смог. Автор музыки, слов и исполнитель Ранель Сафин. Эта песня, по словам его деда и одновременно продюсера Табриса Зинатуллина, родилась на основе комментариев к песне «Встанем», которую Ранель исполнил перед курсантами Казанского танкового училища летом 2022 года. Ранелю тогда было 11 лет. И бьется сильнее в груди наша вечная память. Шаман написал ее в феврале. Ее еще никто особо не знал. И 9 мая мы уже ее исполняли. И он ее исполняет не как шаман. Он исполняет ее совсем по-другому, по-своему. Он ее не хотел петь.
Думали, не готовы еще. Ну, все хотят как шамана, а тут что-то по-своему. Ну, решили все-таки спеть. Спели и попали в точку. Когда я эту песню пою, вот не только вот на этом таком училище, у меня вот самого прям подтекают слезы. Я еще на одном концерте прям заплакал. Мы встанем, мы встанем, мы встанем. Эту запись дед выложил на видеохостинге. Сегодня она набрала 1,5 миллиона просмотров и около 3000 комментариев. Часть их буквально была процитирована в новой песне, которую сочинил 12-летний мальчик. Были такие слова, что просто плакать хотелось. Родители писали про своих детей, что вот они там на войне, т-т-т. И вот на основе этого я говорю, давай мы тоже напишем песню, чтобы было не хуже, чем у шамана. «Гори свеча». Вот. И там кто-то там написал, вот, говорит, в комментариях было написано: пускай вечно горит свеча по погибшим нашим детям. И сразу вот эта мысль, я ему посоветовал, и вот он написал эти слова, а мелодия уже сама собой появилась. Горит свеча, как память о погибших, как символ победы над тьмой. На Республиканском телевизионном молодежном фестивале эстрадного искусства «Созвездие Йылдызлык» клип на эту песню занял призовое место. В нем использованы кадры из зоны проведения специальной военной операции, снятые нашей командой. Потом родилась уже другие песни про Россию, про время. Тоже интересные песни. Ну, они все, так скажем, сочиненные, но они не вышли, потому что они требуют аранжировки. А аранжировка, к сожалению, мы не умеем еще делать. Это нужно привлекать посторонних людей, они просто так бесплатно не делают. Альбом у вас уже собирается, да? Собирается. Хороший альбом собирается. Рональд признается, что любовь к музыке появилась случайно, еще в начальных классах. Появилось это все вообще из ниоткуда. Сначала, когда еще ходил в садик, вот у папы была гитара, он на гитаре у меня играет. Я все время брал, вот как-то наугад дрынькал, играл, можно так сказать. Вот. И потом я вот сижу как-то в школе на музыке, на уроке, вот все спокойно поем, все вот это. И учитель вдруг видит то, что вот на меня посмотрел, как я пою, и решил меня выпустить на концерт мой, самый первый. Во все творчество музыкальное, практически все это благодаря дедушке и бабушке. То есть они меня впервые и на вокал, и на гитару, и на пианино, вот на все вот это отдали. Ну, пример-то все равно папа. Ну да, примером папа остался. Он окончил художественную школу по классу баян, папа Руслан Сафин. А мама музыкальную школу номер 1 Чайковского. Она хор. В школе я играл на барабанах. Да, да. Все меня как увидят, говорят, а, это тот, который на барабанах играл. В подвале дома устроили музыкальную студию. Здесь теперь репетирует своя группа. Сначала дед купил барабаны для себя, потом зятю гитару, потом баян, внуку саксофон, синтезатор. Потом долго искали наплечный синтезатор китар, чтобы петь и играть одновременно, и чтобы видно было того, кто играет и поет. Но вначале было слово. К инструментам переходил от вокала. Учился в местном доме культуры «Северный» у Марины Самковой. Есть в репертуаре песни татарские. Благодаря им и язык стал лучше пониматься. Через песни вообще мне это помогало изучать татарский язык. Да вообще слушают и говорят, ну ты прям татарин. И причем у него хороший большой репертуар. Мы на Сабантуй приезжаем,
и поем. Уже владеет несколькими музыкальными инструментами, неоднократный победитель разных конкурсов. Продолжает обучение в школе рока. Я от этого прям кайф получаю. Например, вот сажусь, вот, даже вот до того, как мы начали вот сейчас все это записывать, я вот утром встал и поиграл. Покушал, поиграл. Опять что-нибудь поделал, опять поиграл. В общем, мне это нравится. Я от этого получаю комфорт, такое хорошее настроение. В общем, вообще отлично. У нас там зеркало стоит. Я когда играю, я представляю, как будто огромный стадион, зрителей, я вот играю какую-то мелодию. Постепенно пришли к тому, что решили петь не только то, что уже кто-то спел. Захотелось обзавестись собственным репертуаром. Обращались к профессиональным композиторам, авторам песен. Они говорят, мы детям писать не будем, потому что отдать ребенку песню, это означает ее просто погубить. А потом с Ранелем думаем, Ранель, давайте-ка мы сами будем сочинять эти песни. Сначала были стихи, да. Музыка уже потом, она сама как-то приходила, вот так же. Я просто играл на пианино, что-нибудь такое. И только раз мелодия приходит. И вот играю, дедушка приходит, записывает, и вот запоминаем, и вот потом делаем мелодию. Младший брат Рамир тоже приобщается к музыке. Пока родители на работе, в этом подвале дома дедушки с бабушкой дети не то чтобы частые гости, а скорее хозяева. Мы знаем свою цель, свою задачу, этим и занимаемся. Гори свеча, Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников. 7 дней. Как символ победы над тьмой. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Борозгада и изгителяклер. До свидания. Исянчокта Курышик. Здравствуйте, Исянмисыз. На предстоящей неделе в Татарстане снова станет жарко. Ожидаются и осадки. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана температура в течение недели будет высокой – от 28 до 30. В выходные около 26. Что касается осадков, то они ожидаются практически всю неделю. Только в понедельник и среду будет сухо. Температура ночью от 14 до 19 градусов тепла. На юго-востоке тоже тепло и влажно. Прояснения ожидаются лишь в понедельник. Затем, по предварительным данным, каждый день будут идти дожди разной интенсивности. Температура днем в будни от 26 до 28. Выходные около 24. Ночью от 13 до 17. В центре республики солнечных дней будет намного больше. Дожди прогнозируются только в следующую субботу и воскресенье. Будет жарко от 27 до 31 градуса. Выходные около 26. Ночью от 12 до 18. На юго-западе Татарстана еще жарче, от 29 до 32 в будни. В течение первых 5 дней будет переменная облачность без осадков. В выходные обещают дожди и 26-28 градусов тепла. Ночью 12-19. На северо-западе республики и в столице Татарстана погода будет неустойчивой. В первые 3 дня будет светить солнце. Воздух прогреется с 28 до 31 градуса. Затем 2 дня дождей, однако температура не снизится и останется на отметке 30-32 градуса. В субботу снова прояснение и 29 градусов тепла. В воскресенье дождь и плюс 27. Ночные температуры будут комфортными от 17 до 20 градусов. Это все о погоде на ближайшие 7 дней. Хорошего настроения и с началом 2-го месяца лета. Пусть он принесет вам много позитивных эмоций. Всего доброго!